У Всероссийской Чеченской Республики на сегодняшний день в наших учреждениях содержится 1496 осужденных, обвиняемых под следствием. На сегодняшний день при таком лимите у нас содержится около 700 осужденных. Почему они называются исправительными учреждениями? Для того, чтобы после того, как к нам поступает, с ними проводится работа массово, практически в воспитательном направлении, чтобы они, когда освобождаются, целенаправленно знали свои направления, знали, на чем им делать акцент. С нашей стороны проводится взаимодействие с духовным управлением, также с Министерством образования. Если в случае отсутствия образования элементарного у осужденных, среднее образование, если у них бывает желание получить высшее образование, мы выходим на Министерство образования, чтобы они дистанционно как-то получили образование высшее. Среднее образование у нас на территории действует училище, которое подчиняется Федеральной службе исполнения наказания России, непосредственно прямое подчинение. Также нами выпускаются с разными специальностями. На сегодняшний день медобеспечение наших осужденных проводится на высшем уровне. Нами проводится также взаимодействие с Министерством здравоохранения, также своевременная вакцинация осужденных, также полностью обеспечены медикаментами. Также есть стационарное лечение. Если в экстренных случаях мы непосредственно вывозим осужденных. Вот эта работа проводится. На сегодняшний день у нас чрезвычайных ситуаций не было. Надеюсь, что в дальнейшем не будет. Производство на территории Чеченской Республики. Этим вопросом мы занимаемся в последнее время очень акцентированно. Почему? Потому что для чего все это делается? В первую очередь все это идет от того, что наши осужденные обучаются по направлению, по некоторым специальностям, которые у нас непосредственно на территории промзоны существуют, действуют. После получения образования, после получения аттестатов, плюс дипломов об образовании, они автоматически уже переходят в промышленную зону, отрабатывают, за счет чего они получают зарплату, за счет трудоустройства они также выплачивают иск свой. Для дальнейшего рассмотрения условного досрочного освобождения для них это плюс. Также в любом случае, когда они уже освобождаются с мест лишения свободы, у них целенаправленно они знают, чем заниматься. Вот это мы и называем исправление осужденных. В производственном направлении мы производим офисную мебель, мы производим школьную мебель, дошкольную мебель, мы также производим по железообрабатыванию, также производим сувенирные изделия, швейные у нас направления. Так что на сегодняшний день нами заключены контракты, трехлетний контракт у нас с организациями, с предпринимателями, которые к нам заезжают. И единственная организация, которая на сегодняшний день может без аукционов, без тендеров заключить прямые договоры с нами. Мы товары сами на эксплуатацию не производим, мы заказы принимаем и отрабатываем, получается, вот эти заказы. Если нам, к примеру, Министерство образования делает заказ столько-то количество комплектов парт или офисной мебели, мы производим своевременно и доставляем. Получается, в основном работаете по госзаказам? Так точно. В плане религиозного направления, духовно-нравственного воспитания, получается, у нас непосредственно взаимодействие с духовным управлением тесное, причем всегда проводится с духовного управления, привлекаются сотрудники, которые доводят до спецконтингента, что по религии нам можно и что нельзя. Потом также обучаются у нас на территории же непосредственно по религии. Также конкурсы у нас проводятся именно в месяц Рамадан по чтению Корана. Это ежегодно уже традиционно, можно сказать,
акцентированно насчет этого работаем. Мы входим в десятку лучших регионов. За 22 года существования Управления Федеральной службы исполнения наказания в нашей республике ни разу не было преступлений в учреждениях. Это в первую очередь показатель для всех регионов. И мы в связи с этим считаемся лучшими регионами по всей стране. Так как у нас не допущено ни массовых беспорядков, у нас не допущено со стороны осужденных какие-то противоправные действия. У нас работа налажена, у нас в плане воспитательного характера, в плане оперативной работы, в плане режимной работы, она все делается взаимодействием. Если есть взаимодействие, то и в учреждениях порядок будет дальше. В наших учреждениях никаких тюремных законов, якобы так называемых, лидерских качеств у нас не практикуется, влияние со стороны у нас тоже такого нет и не будет. У нас на сегодняшний день у нас и по религии это не позволяется, и тем более в нашей республике этого не было, никогда не будет. И будем добиваться того, чтобы вот этой нечисти, можно сказать, не коснулось наших учреждений. У нас ни одного побега не было за последние 5 лет, да и в общем у нас побегов не было. Вот. Насчет этого очень, можно сказать, сильная работа проводится в плане режимной, в плане оперативности. Так что в связи с тем, что у нас это построена система на высшем уровне, у нас таких проблем не было. С 2020 года действует федеральный закон, за что мы можем ссылаться, перевести осужденные по месту жительства или по месту жительства родственников. На сегодняшний день у нас с 2020 года составляет количество 88 человек, и на рассмотрение у нас около 370 материалов, которые должны к нам поступить. Насчет этого работа тоже масштабная проводится, так как чтобы наши жители были у нас дома, чтобы родственникам, можно сказать, далеко не ездить за ними, так как условий и, можно сказать, финансовых направлений тоже у жителей не бывает. Бывают моменты, когда наш житель находится в Якутии, туда, чтобы ехать с одного конца на другой конец, это бывает тяжело. Так что в связи с этим мы взаимодействуем также с правозащитными организациями, общественными комиссиями, проводим работу, и за счет этого у нас на сегодняшний день положительные стороны, что мы уже 88 материалов, 88 осужденных, которых пересмотрели. Также у нас ввели новые учреждения, это исправительные работы, принудительные работы. Так как у нас учреждения предназначены для первых осужденных, получается, лишения свободы, и поэтому ранее судимых, бывших сотрудников мы не имеем права переводить в наши учреждения. В законодательном порядке это нам противоречит всему этому. Но в связи с тем, что исправительные учреждения у нас открываются на территории и действуют на сегодняшний день с лимитом 200 мест, и получается, мы можем в эти учреждения перевести и такой спецконтингент. И ссылаясь на это направление, тоже отрабатываем, что наши жители, наши земляки, чтобы непосредственно тоже проходили в наших учреждениях. На эту работу тоже большой акцент делаем. А как происходит этот процесс перевода из других регионов? Этот процесс происходит непосредственно или по обращению родственников в Федеральную службу исполнения наказания, или сам осужденный пишет заявление о том, чтобы его перевели по месту жительства. Если у него прописка получается в другом регионе, а родственники проживают у нас, получается, в нашем регионе, он может также написать заявление о том, чтобы его перевели по месту жительства родственников. Потом вся работа уже проводится, отправляется уже в центральный аппарат. С центрального аппарата практически нам присылают провести проверку в отношении такого-то лица. Мы уже проверяем. Там много нюансов, которые должны соблюдать. И когда уже препятствия не имеет, переводим уже, получается, осужденных. Если осужденный имеет какую-то степень
какое-то образование по какому-то направлению, или он специалист, можно сказать, в этом направлении, документально, можно сказать, он подтверждает вот это, он может сразу трудоустроиться без обучения. Если у него нехватки, там, можно сказать, образования, мы со своей стороны предоставляем все это. Бывает много случаев, когда, будучи осужденными, хотят поступить в высшие образовательные учреждения. И мы, взаимодействуя с Министерством образования, дистанционно все это организовываем. Да.